вас на открытии Российско-Кыргызского образовательного форума, который проходит на базе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласарина. Этот форум – яркий пример плодотворного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в сфере образования. В течение 2 дней мы обсудим актуальные вопросы развития высшего образования в наших странах, поделимся лучшими практиками и рассмотрим перспективы внедрения новых технологий в образовательный процесс. Уверен, что Российско-Кыргызский образовательный форум станет важным шагом в укреплении сотрудничества между нашими странами в сфере образования. Объявляю Российско-Кыргызский форум открытым. Заместителю председателя Кабинета министров Кыргызской Республики. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые гости, прежде всего высокая делегация наша Российской Федерации во главе с Антоном Григорьевичем. Мы только что вместе с Антоном Григорьевичем Рыбаковым, с несколькими другими нашими гостями, также в составе представителей посольств нескольких наших стран, мы приняли участие во вновь открытии, скажем так. Этот памятник, на самом деле, монумент дружбы был установлен в 1974 году. И с тех пор он прошло, этот памятник 50 лет стоял, мрамора, металл. Мы его в этом году заново обновили, полностью его заново обновили. В 1974 году он открывался как памятник кыргызско-российской дружбы. В 1974 году, в те годы, отмечалось, тогда говорилось добровольное присоединение кыргызов, киргизов к российской вхождение в состав Российской империи. Сегодня, конечно, мы можем говорить об этом по-другому, но как бы мы ни говорили, как бы это ни обсуждали, факт в том, что наши народы связывают очень тесные связи, и это не просто связи между двумя государствами. Дело в том, что современный Кыргызстан, и вот в этот день, прямо я вам просто хочу такой экскурс такой немножко сделать, именно сегодня, 14 октября, это прям календарный день, когда ровно 100 лет назад в городе Ташкент, там был тогда Туркестанская Советско-Социалистическая Республика в составе СССР, было принято решение о том, чтобы учредить Кыргызскую автономную область в составе РСФСР. И вот ровно этот день мы целый год празднуем, у нас все торжества проходят на протяжении всего года. Вот сегодня так очень знаменательно, что мы об этом отмечали как раз, когда мы задумывали этот форум совместно с представителями российского руководства, о том, что именно очень знаменательно, что дата открытия нашего кыргызско-российского образовательного форума приходится именно прям ровно на 14 октября. Конечно же, восстановление нашего современного Кыргызстана, советской Киргизии, огромная роль. Это просто невозможно преувеличить роль именно российского, во-первых, народа, русского народа, который не просто, я еще раз подчеркиваю, это не просто межгосударственные отношения, это составная часть нашего народа. У нас многие годы, наша столица, город Бишкек, тогдашний Фрунзе, большинство здесь населяло его русские,
все вот эти вузы наши, тот же взять наш Кыргызский государственный университет, мы будем говорить о политехе, недавно мы его праздновали 70-летие. Вот мы будем 29 октября отмечать также с участием представителей российской ученой научной общественности 70-летие нашей Национальной академии наук. Или 70-летие? 70-летие, да. Вот, 29 октября. В общем, вот эти все слова мы говорим о том, потому что мы должны знать и помнить эти дороги, эти гидроэлектростанции. Ну, многих заводов сейчас уже нету, но огромные комбинаты, целые города. Все это было, возводилось вот с участием, в том числе выпускников очень многих вузов, которые вы представляете сегодня, дорогие наши российские гости. И мы очень дорожим этой памятью, мы не забываем. Вот в конце этой недели Москва нас ждет по приглашению российского руководства в городе Москве состоятся Дни культуры Кыргызстана в России. И для нас это очень отрадно, очень интенсивная программа, театральные постановки, презентации, встречи интеллигенции, музыкальные выступления. И, конечно, в воскресенье, 20 октября, на исторической сцене Великого Большого театра также состоится торжественный вечер, посвященный именно празднованию нашей многовековой дружбы. А на следующий день, 21 октября, в понедельник, это по инициативе кыргызской стороны, я это особо хочу подчеркнуть, по инициативе нашего руководства, состоится совместное заседание двух правительств, состава двух правительств, которые мы должны, во-первых, отметить нашу дружбу, а во-вторых, конечно, наметить планы нашего совместного развития, потому что народ Кыргызстана сегодня в один голос, он требует от нас, от руководства республики, того, чтобы мы держались близко к нашему стратегическому партнеру Российской Федерации. И, конечно же, все другие составы, предыдущие наши руководители, это всегда повторялось, такие форумы проводились всегда нить связи, сколько бы трудно нам не было в прошлые первые 30 лет нашей независимости, всегда такие форумы проводились, всегда даже тогда, может быть, это по инерции, тогда, потому что поколение того было единый народ, они как-то даже и не заметили, может быть, объявление суверенитета, все это как бы не прерывалось, несмотря на всякие экономические трудности. Но за последние 3 года, дорогие российские друзья, наша республика переживает период момент такого национального подъема. Действительно оказалось, что мы вовсе не обречены жить в нищете. Мы уже привыкли к этому. Нам уже сказали, что вот кыргызы должны просто радоваться. Да, ну и кыргызы, наш национальный характер такой, когда у нас чай с молоком, главное, чтобы здоровье, главное, чтобы не болели и не ссорились. Вот. А оказалось, что вовсе мы не нищая страна. Оказалось, если не воровать главе государства, руководству, его окружению и не давать воровать другим, оказалось вовсе, что мы не то что не нищая, не то что не бедная страна, оказалось, что мы очень даже комфортно можем жить на своей прекрасной земле с очень дружным нашим составом многонационального нашего народа. А теперь уже у нас, когда надежда возродилась, и когда у нас оптимизм, и оказалось, что у нас очень много богатых природных ресурсов. Конечно, самый наш главный ресурс – это талантливый наш народ. Он очень молодая нация. Больше 2/3 нашей республики состава, они родились после 91 года. В это очень трудно поверить, но это действительно так. На август 91 года наше население, это было 4,5 миллиона населения. Конечно, мы очень много потеряли,
Очень много наших кыргызстанцев разъехалось, выехало не только в Россию, вы знаете, другие республики Союза. Много наших живет и в ФРГ, и в Израиле, мы их тоже должны вспомнить, в Америке и прочих других далеких государствах, но это вот не прерывается, наши связи. Буквально вчера тоже одно из связывающих наших таких человеческих контактов, связи, вот наш Дима Дмитрий Бивол, он, конечно, он кыргызстанец, он родился, он вырос, он выпускник нашей Токмакской школы бокса, сам он тоже памятник Советского Союза, отец молдаванин, мама кореянка, но сам он, ну как кыргызстанец, поехали, конечно, в Петербург, там тоже очень сильная школа бокса, там он сложился, стал неоднократным чемпионом и России, и прочее. Вот вчера мы всем миром, всей нашей, все мы болели. Ну, у вас, конечно, вы болели также за другого, который в конце победил. Вот. Но я хочу сказать такие слова, что мы сегодня, дорогие наши российские гости, те, которые приезжают к нам, уже бывали, конечно, это вот такие планы мероприятий, когда расписывается, надо поехать, надо поддержать, это межгосударственные отношения. Это нам очень хочется верить, что это не будет просто мероприятием для галочки. Действительно, сегодня у нас идет заново обновление нашей всей страны и стремление к большому дальнейшему росту. Я хочу сказать, что по результатам 9 месяцев этого года наш рост экономики валового внутреннего продукта составил 8,4%. Это очень высокий показатель. Но на самом деле, потому что наше крупное золоторудное месторождение Фунтор продолжает, он очень доминирует над нашей национальной экономикой, с каждым годом его значение уменьшается, но тем не менее он проходит через бедные породы сейчас, а это не зависит от правительства. Поэтому там падение производства, или там как бы не, оно как бы кажется, что 8,4. Так вот, если мы не будем считать это наше крупное золоторудное месторождение, вся наша остальная национальная экономика выросла на 9,7. Это очень близко к тем показателям 10%, 10,5%, которые от нас ставит задачу наш глава государства, уважаемый Садыр Нурбоджиевич Джапаров, потому что перед нами стоит задача, вот сегодня в долларовом выражении экономика наша до сих пор очень маленькая. Это очень маленькая. У нас вообще не было национальной экономики, у нас практически, вы знаете, мы были страной рекордсменом в мире по подсчетам Всемирного банка до последних, уже буквально 3-4 года назад, когда 35% нашего национального дохода экономики составляли именно денежные переводы именно из многих городов Великой России. Как это может быть? Вы представьте себе, ближайший конкурент – это Тихоокеанский остров Тонга. Ну что там на Тонге? 3 пальмы, и понятно, что там 100 человек из Нью-Йорка отправляют эти деньги или там откуда они. И вот у нас практически ни сельского хозяйства, ни промышленности, ничего. И вот оказалось, что вся страна жила этими денежными переводами. И спасибо, конечно, россиянам за то, что вы приняли наших кыргызстанцев. Многие из них, конечно, они влились в состав сейчас вашего народа, тоже становятся таким, мы за ними тоже наблюдаем, тоже становятся одной из ведущих диаспор вашего многонационального народа. Но сегодня вот такие показатели и такой взаимный, очень большой интерес, у нас очень много идет рост экономики, и оказалось, что нам не хватает специалистов. Оказалось, что предыдущих наших старшего поколения уже нету. Дай Бог, чтобы они где-то там в университетах остались. А вот, где их нету? Практически с нуля. Многие отрасли мы открываем с нуля. Это гидроэнергетика, это строительство, это и железные дороги. И это очень много элементов
таблицы Менделеева, прежде всего, конечно, редкоземельных элементов. И вот мы вот где-то вот карты наши геологические, где-то все это, конечно, очень много в Москве, в архивах. И вот мы заново. И тут оказалось, что вот есть тот инженер, надо, а тот переехал в Новосибирск, тот в Караганду, тот в Хайфе или еще где. Вот надо заново нам всю эту школу открывать. Поэтому большая благодарность за то, что вот российское правительство, оно уделяет вот этому внимание. И вот этот форум вы должны, каждый из наших ректоров, пусть это будет вот наш технический университет, пусть это будет аграрный университет, ну, конечно, куда нам без гуманитарных знаний, все мы очень сильно наточены на то, чтобы заново открывать все эти кафедры. Они где-то номинально остались, они где-то вот все это числится, какие-то программы, какие-то старые методички 70-х годов. Вот заново мы должны учиться, и поэтому очень хотелось бы, чтобы российская школа, российский университет, высшие учебные заведения нам в этом помогли. Поэтому я не буду зачитывать вот этот доклад, я лучше хочу вот такими словами к вам обратиться к нашим российским друзьям, к нашим вот, руководству наших кыргызстанских вузов. Очень хочется, чтобы мы увидели эти программы, инициативы. Очень сильно наш, конечно, Кыргызстан пока что еще страдает от синдрома бедности. У нашего народа есть хорошая пословица, не буду, наверное, может, грубо прозвучит, но смысл такой, что синдром бедности. Наши привыкли к тому, что денег нету. А на самом деле деньги появляются, мы знаем, что в этом году их, никогда их не будет достаточно, но в следующем году их еще будет больше. И наше руководство сегодня, конечно же, будет направлять большие ресурсы на вузы. Поэтому не обязательно все это должно быть в одну сторону, что обязательно, в смысле, все это должно финансироваться Россией и российскими вузами. Пожалуйста, не надо вот эти какие-то амбиции. Если это надо нашей экономике, если это мы видим, что нам нужны эти инженеры, сотни, тысячи, эта школа закладывается, это надо, мы золото готовы, тратить на то, потому что это дороже любого золота, потому что это наши национальные кадры, новые наши университеты, заново они все это столицу, самые лучшие инвестиции. Поэтому очень хочется, чтобы этот форум был результативным и смог внести вклад в возрождение наших кыргызстанских университетов. И как следующий шаг он укрепит нашу страну, укрепит нашу экономику и тем самым внесет вклад также в укрепление нашего межгосударственного сотрудничества и союзнических отношений. Добро пожаловать в Кыргызстан и всем нам больших успехов. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. Приветственное слово предоставляется заместителю начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антону Львовичу Рыбакову. Саламат здоровья, Матоду Сторгу, Матоду Зубаевич, Матоду Дубер Тасарович, здравствуйте. Дорогие друзья, рад всех приветствовать здесь, в стенах Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагина. Для нас большая честь, честно говоря, впервые здесь, я думаю, многие наши коллеги. Это при том, что мы встречаемся довольно часто, буквально несколько месяцев назад, как мы считаем, с большим успехом. На Иссык-Куле прошла первая российско-кыргызская ярмарка инновационных решений в сфере образования. И тот факт, что спустя совсем короткое время мы снова собрались в немного другом формате, говорит о том, что Россия и Кыргызстан объединяют прочные, многоплановые, очень разносторонние связи в науке и образовании. Мы рады, что запрос на их расширение становится все более и более существенным. На наш взгляд, сегодняшний форум он органично дополнит те форматы, к которым мы привыкли, которые нам кажутся эффективными и полезными. Один из них я уже упомянул, это ярмарка, второй это уже, наверное, коренная наша площадка, это форум ректоров вузов двух сторон. Ярмарку мы видели в качестве площадки для совместного обсуждения актуальных, в чем-то даже, может быть,
сложных научно-образовательных сюжетов. Форум ректоров успешно решает вопрос о коммуникации между представителями ректорского корпуса наших стран. В свою очередь, образовательный форум задумал нами всеми как платформа для поиска и реализации конкретных практических двусторонних инициатив, которые наука и образование могли бы предложить для успешного развития России и Кыргызстана, укрепления двусторонних связей. Транспорт, горное дело, инженерное образование, искусственный интеллект, ядерная медицина, подготовка международников, аграрные технологии, студенческие стартапы. Это лишь малая часть тех вопросов, которые участники форума планируют обсудить в течение ближайших 2 дней. Мы рады приветствовать и поблагодарить в первую очередь наших российских коллег, которые представляют ведущие университетские центры нашей страны, находящиеся в ведении как правительства Российской Федерации непосредственно, так и Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, сельского хозяйства, иностранных дел. Конечно же, рады видеть здесь много знакомых лиц, представителей кыргызских университетов, ректоров. Всегда рады общаться, всякой возможности. Повестка нашего форума она заключается в свыше 25 дискуссионных мероприятий, имеет сугубо прикладной, с одной стороны, с другой стороны, междисциплинарный характер, ориентированный прежде всего на приоритеты развития России и Кыргызстана. Наши страны тесно сотрудничают в образовании. Вы знаете, что за последнее время было принято, не только принято, уже начало реализовываться несколько важных решений в данной сфере. Мы непосредственно приступаем к реализации, в частности, проекта строительства 9 суперсовременных школ с русским языком обучения в столице и во всех регионах Кыргызстана. Также мы на очень продвинутой стадии находимся на подготовке проекта строительства полноценного кампуса Кыргызско-Российского славянского университета, модернизации которого, обновлению которого мы вместе с нашими коллегами из целого ряда ведущих университетов, Министерства науки и высшего образования, Министерства образования и науки Кыргызской Республики уделяем очень большое внимание. Все эти решения, которые я назвал, они приняты лидерами наших стран, которые придают стратегическое значение сотрудничеству России и Кыргызстана в образовательной сфере. Вместе с нашими кыргызскими коллегами мы работаем над реализацией всего комплекса договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, президентом Кыргызской Республики, уважаемым Садыром Нургалиевичем Жапаровым. Вопросы образования, нашего сотрудничества в сфере образования, они обязательно войдут в повестку того мероприятия, о котором уже сказал Эдир Жолдубаевич. Я имею в виду встречи совместного заседания правительства России и Кыргызстана, которое пройдет в Доме правительства Российской Федерации 21 октября. Мы обсудим ход реализации этих флагманских инициатив и другие вопросы. И здесь я тоже, мы об этом говорили сейчас на площади, с большой благодарностью хотели бы обратиться к нашим друзьям из Кыргызстана за то, что они с таким вниманием, с таким трепетом и относятся к нашей общей истории, и так широко празднуют столетие образования Кыргызской автономной области в составе РСФСР, и берегут и эту часть своей истории, не отказываются от нее. В Москве, в России это очень высоко ценят. Мы, конечно же, очень основательно, активно готовимся к этим 3 дням, которые мы проведем фактически весь состав правительства Российской Федерации, Кабинета министров Кыргызской Республики, 3 дня совершенно на разных площадках, в разных форматах будут работать над развитием наших отношений стратегического союзничества и партнерства. Мы признательны в вашем лице Кабинету министров Кыргызской Республики и лично его председателя Акылбеку Сулбековичу Жапарову за то внимание, которое он уделяет повестке российско-кыргызских образовательных связей. Мы убеждены, что задача таких мероприятий, как сегодняшний форум, максимально уплотнить ткань двустороннего взаимодействия, создать новые возможности для живого взаимополезного сотрудничества, давать при этом практическую и полезную отдачу для наших стран. Не зря в Кыргызстане есть пословица, я тоже позволю себе ее воспроизвести: «Или молва и маттанда, мир любовь будет байтанда». Без знания не похвалиться. В этой среде я попросил всех участников форума с российской, с кыргызской стороны подойти к этой работе максимально предметно, максимально конкретно. Мы ожидаем интересных, содержательных дискуссий и, конечно, выхода на конкретные
договоренности, совместные исследовательские инициативы, двусторонние образовательные программы, общие проекты, которые позволят нашим странам и похвалиться, и разбогатеть. Чумар Рахматов, спасибо большое. Спасибо большое, Антон Григорьевич. Следующее слово предоставляется Расул Авазбек Улу, заместителю министра образования и науки Кыргызской Республики. Чумар Рахматов, Алмату Елена Жолдубаевич, Антон Григорьевич, Алмату ректорлар. Сіздерді бүгінгі форумның алқабында қош келдіңіздер деп айтмақшымын. Уважаемый Елена Жолдубаевич, уважаемый Антон Григорьевич, уважаемые ректора Российской Федерации и Кыргызской Республики, я с большим удовольствием приветствую вас на открытии Кыргызско-российского образовательного форума. Хочу подчеркнуть, как уже сказал Антон Григорьевич, что за последние 3 месяца мы уже в таком большом формате встречаемся во второй раз. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся высшего профессионального образования и его роли в современных условиях. Ведь цифровых технологий и глобализация требует от нас не только пересмотра традиционных подходов к обучению, но и активного внедрения новых образовательных технологий и методик. Мы должны готовить выпускников, обладающих не только знаниями, но и умениями анализировать, исследовать и адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Важным аспектом нашего сотрудничества является подготовка специалистов, способных успешно функционировать на общем рынке труда. Мы должны развивать программы, которые соответствуют современным требованиям и потребностям экономики как Кыргызской Республики, так и Российской Федерации. Формирование общего пространства рынка труда открывает новые возможности для наших студентов и специалистов, обеспечивая их конкурентоспособностью на международной арене. Наша главная цель – предоставить молодежи Кыргызстана возможность для выбора, развития их творческого потенциала и формирования новой информационной культуры. В этом контексте сотрудничество с Российской Федерацией, имеющее многолетнюю историю, становится особенно актуальным. На всех уровнях образования мы имеем значимый опыт обмена и совместных проектов, таких как Сетевой университет СНГ, Сетевой университет Шанхайской организации сотрудничества, Российско-Кыргызский консорциум технических вузов. И, конечно же, мы имеем большой опыт и большую площадку взаимодействия вузов двух стран в виде форума ректоров. Вот в прошлом году, в 2023 году, провели успешно 3-й форум ректоров. К числу наших приоритетов относится развитие межвузовского сотрудничества, внедрение программ двойных дипломов и академическая мобильность студентов и преподавателей. Это создает новые возможности для наших учащихся и позволяет им быть конкурентоспособными на международной арене. Важным аспектом нашего взаимодействия является подготовка высококвалифицированных специалистов. Более 15 тысяч студентов из нашей страны в настоящее время обучаются в вузах России. Из них более 7 тысяч обучаются на бюджетной основе, и мы в этом видим большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. Форум, который мы сегодня открываем, охватывает ключевые вопросы в области высшего образования, включая новые подходы в подготовке педагогических кадров. Уверен, что наши обсуждения приведут к выработке актуальных рекомендаций и укреплению нашего стратегического партнерства. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, активного обмена мнениями. Спасибо. Следующее слово предоставляется статс-секретарю, заместителю министра просвещения Российской Федерации Андрею Алексеевичу Корнееву. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, позвольте от имени Министерства просвещения Российской Федерации поприветствовать организаторов, участников и гостей Российско-Кыргызского образовательного форума. Министерство просвещения Российской Федерации неизменно поддерживает проекты, направленные на развитие образовательного и гуманитарного сотрудничества и установления прочных, дружеских контактов между представителями России и Киргизии. Нынешний форум еще одна эффективная площадка для обсуждения вопросов взаимодействия в образовательной сфере в интересах развития двустороннего сотрудничества. Я убежден, что форум откроет широкие возможности для обмена опытом и продолжит продуктивный диалог на пути выработки инновационных подходов в деле развития сотрудничества в области образования. Работа его площадок позволит расширить границы гуманитарного партнерства, выявить наиболее эффективные подходы к реализации новых интересных совместных проектов, продемонстрировать потенциал современного российского образования.
Ежегодно мы отмечаем высокий спрос граждан Кыргызстана на получение российского образования и, в свою очередь, в полной мере осознаем всю значимость и роль иностранных обучающихся в деле укрепления и развития международного гуманитарного сотрудничества. Министерство просвещения Российской Федерации уделяет пристальное внимание оказанию содействия изучению русского языка и, естественно, научных предметов Кыргызской Республики. В рамках реализации гуманитарных проектов «Российские учителя за рубежом», «Сила ума» и реализации проектов по созданию в Кыргызстане 9 совместных школ. Я уверен, что реализация указанных проектов позволит еще большему количеству граждан Кыргызской Республики поступить в российские высшие учебные заведения. Искренне надеюсь, что в рамках форума состоится заинтересованный обмен мнением по актуальным вопросам, касающимся современного образования и его роли в России и Киргизии. Желаю организаторам, участникам и гостям форума успехов, новых профессиональных достижений и дальнейших высоких результатов просветительской деятельности. Благодарю за внимание. Следующее слово предоставляется заместителю руководителя Россотрудничества Павлу Анатольевичу Шевцову. Уважаемый Евгений Дубаевич, Антон Львович, уважаемые друзья, мы сегодня вспоминаем те славные времена образования республики, и уже тогда наши руководители хорошо понимали важность образования как основу формирования общества, основу формирования государства и создания серьезного экономического потенциала. И сейчас мы присутствуем на форуме образовательном, который тоже призван усилить отношения между нашими государствами как в образовательной сфере, так и в сфере, конечно, развития науки и технологий. Российская Федерация предоставляет, как вы знаете, 700 квот для ребят из Кыргызстана для обучения в ведущих вузах Российской Федерации. И это не конечная сумма, потому что очень многие ребята поступают в российские университеты как раз по приоритетному праву, тоже на бюджетную форму образования. И как раз вот этот форум для нас, для Россотрудничества, который администрирует квоту правительства Российской Федерации, это еще более глубже понять тот запрос, который есть у кыргызстанской молодежи для обучения на конкретным направлениям образовательных программ. И сегодня в этом зале присутствуют ведущие университеты Российской Федерации, конечно, которые предоставляют программы, которые можно выбирать и на которые там в будущем можно ориентироваться с точки зрения выбора профессии. И, конечно, квота – это не только бакалавриат, мы рассматриваем в приоритете и магистратуру, и молодых исследователей. Мы понимаем, что в этом плане очень важно развивать все направления подготовки, все уровни подготовки. Сегодня здесь присутствует 40 российских университетов, есть такое же количество университетов из Кыргызстана. Я хотел бы поблагодарить и российский, кыргызстанский ректорский корпус вот за это отношение, теплое отношение к совместному мероприятию, потому что форум формировался достаточно сжатые сроки, и в этом плане тот ваш отклик, он, конечно, очень дорогого стоит. Как вы знаете, в Российской Федерации сейчас президентом России объявлен десятилетие науки и образования, уже несколько лет, и сейчас в российскую науку, в российское технологическое развитие вкладываются достаточно серьезные деньги для того, чтобы, в общем, перевооружить эту сферу, и нам в России есть что показать и миру, и Кыргызстану. И поэтому этот форум, мы уверены, даст еще и толчок развитию отношений не только в сфере высшего образования, но и научного развития, и технологических новых новаций. Ну и, конечно, этот форум – возможность поговорить о сфере среднего профессионального образования, потому что и для Кыргызстана, и для Российской Федерации это очень актуальная тема, и сейчас появляется очень много направлений в этой сфере, которая, в общем-то, тоже достаточно, как мы верим, и даст серьезное развитие в экономической сфере. Ну и что важно, этот форум возможность также обсудить вопросы и дополнительного профессионального образования, потому что очень много выпускников еще советских и российских вузов, которые работают в Кыргызстане, которые понимают важность
современного образования и переподготовки. Безусловно, сегодня уже поднималась тема важная, это изучение русского языка, потому что русский язык – это язык инноваций, язык науки, и изучаем язык, изучаем таким образом и культуру, наследие, мы становимся ближе друг к другу и понятнее. Россотрудничество представлено в Кыргызстане двумя центрами, в Бишкеке и в Ош, и помимо этого мы сейчас активно развиваем сеть наших ресурсных центров. Уже в прошлом году был открыт ресурсный центр в библиотеке в городе Кант, а также в Таласском и Нарынских университетах. И это хорошая возможность для ребят, не выезжая далеко от своего дома, познакомиться с современными технологиями Российской Федерации, те, которые накоплены как у самого Россотрудничества, так и в российских университетах. И сегодня мы откроем такой же центр республиканской библиотеки для детей и молодежи. И мы уверены, что вот эти вот новые подходы, которые сейчас во всем мире очень активно развиваются, они тоже будут доступны кыргызстанской молодежи, которая познакомится еще в будущем в школе с теми направлениями современными в Российской Федерации, образовательными, в первую очередь, которые присутствуют, и они уже с 5-6 класса будут знать, куда они хотят пойти, какими специалистами они в будущем хотят стать, и какие предметы им для этого надо подтягивать для того, чтобы, в общем-то, поступить в ведущие российские университеты. Я желаю успехов в работе нашему форуму и уверен, что он придаст толчок, активный толчок к развитию наших двусторонних отношений. Всем удачи и всего наилучшего. Уважаемые участники, уважаемые гости форума, разрешите от вашего имени поблагодарить всех выступивших за приветствие. Позвольте вкратце ознакомить вас с программой ближайших секций. Зал номер 1 «Горное образование и наука. Идеи для сотрудничества университетов России и Кыргызстана». Зал номер 2 «Передовые инженерные школы и взаимодействие с индустриальными партнерами. Российский опыт для Кыргызстана». Зал номер 3 «Опыт международного сетевого взаимодействия для реализации научно-образовательных проектов в аграрной сфере». Теперь приглашаю всех вас, у вас имеется программа до начала по секциям, приглашаю всех участников в кофе-брейк.